дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Нарекали тебя накормленные бредом, ай-яй-яй. Ты на сон грядущий педалами любима, так и знай. Толерантными родимыми хранима про запасы, угнетенными сердцами воспевалась биты баса. Время табунами лошадиных сил ломилась умирать, и племя диву не давалось, просила просто доверять. Под этим гнетом негатива тем, кто не увидит свет, и больно ласково красиво закручивала сюжет. Мы намеренно вели себя как дети кутим, брали что хотим, и скорее я не смог бы в этом мире один. Робко нас благослови, сегодня забудем. Дикая, пленник Кассандры. Моя дикая, я пленник Кассандры. Лаян рычит, ночами коптит, разрушив опять строем мосты. Кто, если не ты, кто меня спасет? Улетает дым, она знает толк. Позволь раствориться в объятиях. Ты теперь ближе, слышишь? Проникаешь в сознание. Это послание свыше. Все разъехались прочь, не горят огни. Предстань в роли игривой падры. Проведу с тобой ночь. Я пленник Кассандры. If someone is afraid of the pain that life brings to you, he breathes you and tells you, nice to meet you. And if someone is afraid of the pain that life brings to you, he breathes you and tells you, nice to meet you. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Нарекали тебя накормленные бредом, ай-яй-яй. Ты на сон грядущий педалами любима, так и знай. Толерантными родимыми хранима про запасы, угнетенными сердцами воспевалась биты баса. Время табунами лошадиных сил ломилась умирать, и племя диву не давалось, просила просто доверять. Под этим гнетом негатива тем, кто не увидит свет, и больно ласково красиво закручивала сюжет. Мы намеренно вели себя как дети кутим, брали что хотим, и скорее я не смог бы в этом мире один. Робко нас благослови, сегодня забудем. He breathes you and tells you, nice to meet you.
Деревенские будни, жара, лето, ребят, 27 градусов жары, просто шикарная погода. Как-то оно так резко началось, мы еще как-то в шапках ходили, а тут бам, резко, короче, все, футболочки, шортики, классно, загораем, ребята. Немного позанимался делами, там, докопал грядку мамки, все, нахожусь у мамы в деревне. Приобрели косу, собрал, тут немножко газончик подкосил. Ну, потом вечером жары меньше будет, пойду огороды обкошу, чтобы было нормально. Так, вроде собрал, вроде работает механика, не знаю, посмотрим. Ну, собрал, ребят, я вас не за этим, я сегодня хочу приготовить рыбки немного. А ездили на днях на рыбалочку, поймали. С Легонца сегодня гости, баня, и надо что-то сделать к пенному, вкусняшку какую-нибудь. Ну, рыбка у меня висит, сушится, вяленая рыбка есть, а вот горячую рыбку надо сделать. Ну, сегодня закопчу езя, хочу попробовать, я не коптил еще езя целиком, а коптил карпа, как-то покупали на платнике, вот. А вот цельного езя еще не пробовал. Ну, в принципе, рыба копченая одинаково, но есть такая бесполезная рыба, кто знает, многие, допустим, ловят ее, понимают, что вот его можно солить только, а жареный он костлявый, уху с него тоже не особо сделаешь. А вот копченым, ребята, он самое то. Так что сейчас быстро готовлю мангальчик, маринуем рыбку, рыба очищена, соленая лежит уже. Сейчас быстро замаринуем ее, пока будет мариноваться, заведем мангальчик и закоптим, ребят, что? Погнали. Ну вот, ребят, наша рыбка. Сейчас надо ее достать немного, чтобы она полежала на солнышке, немного обтекла, чтобы не была слишком сырая, а вот была такая полувяленькая. Вот такой язык, ребят, 700 грамм. Ну, это еще не я, скажем, но такой добренький пойдет. Спина широкая у него, мясистая, очень много мяса в нем, но очень много костей. Сейчас быстренько достану, разложу его, чтобы обтекли. Сделаем отсечки, он уже просолился у меня, чищенный, соленый. Два, вот еще подъязок и вот подлещик еще есть. Все это дело закоптим с вами. И будем кушать. Так, сейчас сначала немного расстелю, чтобы обветрилась, немного обтекла рыбка. Возьмем мешок, пакет. Ну так. Положим. Подлец. Подъяз. Ну, еще поменьше. Вот как раз 3 рыбешки. Будет здорово. Рыбка солилась. Получается ночь, наверное. Вчера ездили. Так, немножко поймали. Ну вот, сейчас 15 минут полежит, немного обтекет. Сделаем надсеченный и замаринуем.
Рыбка, ребят, с одной стороны подсохла. Перевернем, чтобы с этой стороны то же самое было. На солнышке быстро все получается. Ну и жара. Трудно в колею войти, когда сейчас были +2 всего лишь ночью, а уже 30-ка, блин, тяжело. Фух, будем. Так, ну минут 15 прошло, рыбка у нас подсохла немножко. Сделаем сейчас надсечены. Вот такие. Много делать не буду, так как ни рыбу не жарим, а коптим. Чтоб чисто специи пропитались у нас. Первая готова. Вторая. Так, ну окунь, ребята, у нас уже готов. Ну что тут, штук с 20 окуней. Сегодня разлетятся надо. Так, рыбка у нас, ребят, соленая уже. Единственное то, что я добавлю специи для рыбы. Я, правда, не знаю полный состав, но, ребят, это просто бомбовские. И посоветовали, вот как-то щуку я делал. Андрюха говорит, попробуй еще сахар. Попробуем сахарку еще. Не знаю, первый раз с сахаром делаю. Но, говорит, цвет добавляет, во-первых. Ну, понятно, что карамель начинает плавиться и такой желтый оттенок. Ну, сейчас мы рыбку натрем. Чисто вот так, немножко. И добавим тоже сахарку. Вот в эти прорези немножко сахарку. Раз. Отлично. Внутри я не буду ничего делать. Здесь то же самое. Специи. Сахарку. Специи. Сахарку. Ну еще пускай рыбка полежит, отдохнет немножко. Отлично. Так, ну что, коптилочка. Так, поддон я не использую. Рыба сухая, не жирная. Жира здесь нету. Вот такие решеточки уже, ребят, пришли в негодность. Вон уже все отпаялись. Начинает ломаться. Коптилочка уже так нормально мне служит. Брал тонкую. Вообще развалилась моментально. Это миллиметра 2 вот еще держится. Надо что-то с решетками придумать, и будет нормально. Так, щепа ольхова, ребят, покупная. Ну, можно заготавливать, в бане сушить самому. Но стоит копейки. Да, я как бы не копчу бочками, а чисто на поесть. Так что 30 рублей, я думаю, не жалко. Стружку я не замачивал. Чисто на сухой стружечке, не на большом огне, чтобы рыбка потомилась. Так, ну что, первого, наверное, яська мы поставим. Вот так. А повыше 2 рыбки положим. Подлещика и подъясика. Вот так, братва. Все. Закрываем. Что у нас с костерком? Все отлично. Все. На такой, даже не на огонь, а на угле я поставил. Ну, наверное, полчасика постоит и будет готово. Ну что, ребят, полчасика прошло. Я думаю, у нас все готово. Опа. О, отлично. Красота, ребят, смотрите какая. Ясек, лещек, бомба. Да, сахарок такой цвет дает. Отличный.
О, ребят, лещок. Ну что ты наш красавец? Еще горячая. Блин, прилип немножко. Надо было решетку маслом смазать, чтобы не прилипал. Что, ребят, бомба. А запах-то отличный. Ну что, пришло время попробовать. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала Что, ребят, хочу поднять этот бокал тем не менее. пенного за вас, родные, за вашу семью, за здоровье близких. Ну все самое хорошее, ребят. Будем живы, не помрем, родные. Ваше здоровье. Ну что там? Накормленные бредом, ай-яй-яй, ты на сон грядущий кидалами любима, так и знай, толерантными, родимыми, хранима про запасы, угнетенными сердцами воспевалась биты баса. Время табунами лошадиных силами лось умирать, и время его не давалось, просила просто доверять под этим гнетом негатива тем, кто не увидит свет, и больно ласково красиво закручивалась.